Когда подъезжаешь к Москве на поезде или на машине, то мимо, как в сказке, проплывают золотые и синие купола со звездами, белокаменные стены и башни какого-то древнего городка. Что за диво? Троица-Сергиева лавра – древний прославленный монастырь. Здесь перед Куликовской битвой Дмитрий Донской брал благословение у преподобного Сергия Радонежского. Здесь в смутное время силами небольшого гарнизона монастыря были остановлены полчища поляков и литовцев. Отсюда во все концы Отечества посылали грамоты с призывом к борьбе с захватчиками, и в октябре 1611 года одна из таких грамот достигла Нижнего Новгорода, где стало собираться войско для освобождения Москвы. Здесь всегда многолюдно. Зачем едут сюда люди? Что их привлекает? Меня зовут Миша, мне 10 лет. Мы сюда приехали из Санкт-Петербурга к преподобному Сергию. Меня зовут Давид, мне 10 лет. Я здесь первый раз, такого очень красивого монастыря я нигде не видел. Я приехал сюда, в Троица-Сергиева лавра. Мне здесь очень понравилось. Древняя Русь. 14 век. Сюда, в чащу густого леса, пришли два молодых человека, дети знатных ростовских бояр Кирилла и Марии. Выражаясь современным языком, они хотели реализовать себя. Нет, они не собирались становиться успешными и конкурентоспособными, а могли бы добиться земного счастья и жить беспечно. Но свою молодость и здоровье братья решили потратить на настоящее, серьезное дело. Своими руками они срубили кельи и небольшую деревянную церковь в честь Святой Троицы. Звали их Сергий и Стефан. Сергия теперь называют игумен русской земли. Меня зовут Федя. У меня в семье 6 людей. 2 брата, старший и младший, старшая сестра, папа, мама. Я здесь первый раз. Здесь очень красиво. Мне нравится. Меня зовут Андрей, мне 12 лет. Я учусь в 6 классе, перехожу в 7. Я занимаюсь армейским рукопашным боем, вольной борьбой. Помогаю в алтаре батюшке. Участвую с казаками в разных мероприятиях. Ребята у нас довольно-таки часто посещают святые места, и мы видим по детям, как это их укрепляет, помогает в учебе, как их это внутренне укрепляет, появляется стержень у детей. И самое главное, что детям это нравится, что они с радостью принимают участие в таких поездках, поэтому пока есть возможность укрепить детей, чтобы у них было воспоминание о детстве, чтобы в трудные минуты жизни уже взрослой они знали, куда вернуться в тяжелую минуту. Что же особенного сделал этот человек? Какая сила привлекала к нему тогда и привлекает сейчас? Приведем некоторые факты, чтобы поближе познакомиться с подвижником, имя которого знает вся Русь. Невероятно,
но будущий игумен уже в детстве стремился к иноческому образу жизни. Уединялся для молитвы, строго постился, а по средам и пятницам вообще не принимал пищи. Тем не менее, был силен духом и крепок физически. Когда после долгих просьб согласился стать игуменом монастыря, то во всем стал примером для братьев. Сам рубил кельи, таскал бревна, пек хлебы, варил пищу, краил и шил одежду, плотничал. Но первым делом молитва и служба. Именно поэтому Троицкий монастырь стал духовным центром Руси. Все, что не жертвовали в монастырь, монахи раздавали бедным и местным крестьянам. И до сих пор в Троице-Сергиевой лавре дают приют паломникам и помогают нуждающимся. Нас здесь привлекает все, сама даже атмосфера, дух. Вот преподобный Сергий Радонежский, конечно. Это игумен земли русской, святой подвижник, который в своей жизни действительно дал нам пример и действительно свидетельство того, что святость возможна. То, что единожды вот здесь побывав, трудно объяснить, просто хочется вернуться назад сюда и все. Меня зовут Анастасия, вот это мой сын Владимир. Мы приехали из Санкт-Петербурга. Сюда ездим часто, потому что у меня здесь учится сестра на иконописца. Вот, и мы ее часто навещаем. В Троице-Сергиевой лавре можно наглядно изучать историю России. Перенесемся в XV век. Вот Троицкий собор. Его возвели в 1422 году на том месте, где преподобный Сергий срубил деревянную церковь. В Троицком соборе совершаются монашеские постриги. Как и во времена преподобного Сергия, так и сейчас всякий человек, желающий стать монахом и полностью посвятить свою жизнь служению Богу, дает 3 обета – безбрачие, нестяжание и послушание. А вот это Успенский Пятикупольный собор. Его начали строить в 1559 году по велению царя Ивана Грозного. Осветили в 1585. Государь со всем семейством присутствовал при закладке храма. Строительство стало продолжением традиции возведения в честь Успения Пресвятой Богородицы главных соборов древних русских городов – в Ростове, Суздале, Владимире и Москве. Если вы утомились, то здесь можно немного отдохнуть на скамеечке, попить воды из источника, а потом продолжить экскурсию по лавре, путешествуя во времени. Кстати, от воды из этого источника получил исцеление слепой монах Пафнутий, и таких случаев чудесной помощи святой воды было множество. А сегодня сюда едут даже гости из заморских стран и радуются, как дети.
Какую истину хотят постичь мудрые китайцы? Какое чудо жаждут увидеть здесь итальянцы? Они, так же, как и многие русские люди на протяжении веков, исцеляются и утоляют жажду из этого источника. А вот чтобы побывать в XVIII веке, нам придется оторваться от земли и подняться на колокольню. Посередине колокол, называется он «Лебедь». Такое красивое имя. Отливал его Борис Годунов, 1593 год. Еще колокол старше, весит он 600 килограмм. Называется «Чудотворец» или «Никоновский колокол». Подарил преподобному Никону сын Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич Донской, 1420 год. Царь-колокол, самый большой действующий колокол на данный момент в России. Весит он 74 тонны вместе с языком. 2 тонны только язык весит. Но Лавра – это не памятник архитектуры, это нечто большее. В сентябре 1608 года обитель осадило 30-тысячное войско поляков и литовцев. 16 месяцев длилась осада. 1,5 года Лавру обстреливали из орудий, штурмовали, но обитель Святой Троицы выстояла. А защитники неоднократно видели преподобного Сергия, который им помогал. Пора! На Москву! После снятия осады в январе 1610 года настоятелем монастыря стал архимандрит Дионисий. Помощь раненым и уход за больными, питание алчущих – вот основные занятия троицких иноков того времени. Когда московские купцы, корыстно используя время разрухи, неимоверно подняли цены на хлеб, преподобный Дионисий вывез на рынки все запасы монастырской пшеницы, сбив цену и сохранив жизнь тысячам людей. Преподобного Сергия еще во время его земной жизни называли молитвенником и печальником за землю русскую. Слова и заветы Сергия из XIV века актуальны для нас и сегодня. Блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную. Удаляться от злых желаний, иметь усердие к смирению и страннолюбию. Простые слова, но они способны объединить людей и остановить войны. Мой сын учится в гимназии имени батюшки Авросия Оплинского в Оплинском подворье при храме Успения Пресвятой Богородицы в городе Санкт-Петербурге. Во 2 классе мы приехали на экскурсию сюда, в Троицу Сергию Лавру, чтобы наши дети, не только мой сын, но и наши дети, все, которые учатся в гимназии, почувствовали сердце России, сердце православия. Это без преувеличения мировой центр, где бьется действительно реальная жизнь. И я хочу, чтобы мои дети, чтобы наши дети почувствовали это сердцебиение. Гуляя по Лавре, всюду встречаешься с героическим прошлым Родины и, видя, как много людей сюда приезжает, с какой радостью они ходят на службы рано утром, понимаешь, что в этом и есть секрет русской души – в стремлении к небу.